Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Хочу поприветствовать всех участников хакатона молодых педагогов. Меня зовут Евгений Викторович Поляков. Я являюсь методистом лаборатории развития этнокультурного образования Коми Республиканского института развития образования и являюсь руководителем Музея учительства Республики Коми. Каждый из нас выбирает свой жизненный путь, профессию, любимое дело. Известный выдающийся педагог Константин Дмитриевич Ушинский говорил, что если вы удачно выберете труд и вложите в него всю свою душу, то счастье само отыщет вас. Учитель – это очень важная, нужная профессия. Если заглянуть в историю, то в дореволюционный и советский, постсоветский период истории нашей страны учитель являлся и является образцом для подражания, носителем ценностных ориентиров, хранителем знаний и учителем жизни. Лозунг «Честь и слава учителя» являлся и является лейтмотивом развития и повышения качества образования. Сегодня в Коми Республиканском институте развития образования по инициативе ректора института Галины Владимировны Китай-Городской создан музей учительства. Музей посвящен становлению и развитию учительского труда в Республике Коми. Музей посвящен учителям нашей республики, которые вложили всю свою душу в развитие народного образования. Современный период развития образования является периодом реформирования и модернизации школы. Этим обусловлено важное сохранение истории учительства в нашей республике. Музей учительства, как хранилище достижений прошлого, способен формировать личное эмоциональное отношение к педагогической профессии, позиционировать высокий авторитет педагога. Музей создан как научно-образовательное подразделение института, обеспечивающее исследование истории коми-учительства, изучение педагогического опыта передовых педагогов. Программистами института была разработана виртуальная экспозиция музея учительства, которая представляет собой воссозданные интерьеры классных комнат различных образовательных учреждений Коми края. В частности, церковно-приходская школа в Коми крае, земская школа в Коми крае, Александринская женская гимназия города Усесольска, советская школа в годы Великой Отечественной войны, советская школа послевоенный период и современная российская школа. Также в музее учительства каждый желающий может увидеть альбомы виртуальных экспонатов, ретроспектива истории школы в Коми крае 1864-1917 годы и ретроспектива истории школы в Коми СССР, созданной по технологии 3D-моделирования дополненной реальности. В данных альбомах размещены QR-коды, в которых зашифрованы предметы школьного обихода разных лет. С помощью планшета или смартфона музейный посетитель может внимательно рассмотреть интерактивный закодированный экспонат в трехмерном изображении. Надо отметить, что в Музее учительства планируется ежегодно организовывать творческие музейные мероприятия и организовывать тематические экскурсии. В этом году в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне была создана выставка «Учителя-фронтовики». Надо отметить, что выставку также можно увидеть в онлайн-формате. Для музея учительства очень важно взаимодействие с молодыми педагогами. Хочу проанонсировать конкурс проектов исследовательских работ «Учительская династия». Данный конкурс стартует в сентябре этого года. Приглашаю вас стать участниками данного конкурса. Более полная и подробная информация будет размещена на сайте Института развития образования. Также хочу отметить, у Музея учительства есть своя группа в социальной сети ВКонтакте. Наберите в поисковике «Музей учительства Республики Коми» и сразу найдете нашу группу. Вы можете отправить свои исследовательские работы, посвященные знаменитым учителям Республики Коми, через группу ВКонтакте. Самые интересные работы в дальнейшем будут опубликованы в сборниках, посвященных истории учительства нашей республики. Уважаемые коллеги, благодарю вас за внимание и хочу вам пожелать профессиональных успехов. Спасибо.